Это вечерние новости, в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. И вот главные темы. Массовая вакцинация от COVID-19 началась в России. Теперь привиться от инфекции смогут все россияне. Когда поступит партия вакцины в Алданский район? Подготовительная работа уже проведена. С этого года меняется порядок выплаты на детей от 3 до 7 лет. Подробности расскажем в этом выпуске. На Дальнем Востоке расширят программу льготных авиаперевозок. В прошлом году детская школа искусств города Ленска переехала в новое здание. Как проходит обучение сейчас? В стране могут создать Академию масс-рестлинга. Научно-образовательный проект будет реализован в Якутске. Массовая вакцинация от COVID-19 сегодня началась в России. Теперь привиться от инфекции смогут все россияне. Сейчас используют 2 отечественных препарата: «Спутник Ви» от центра имени Гамалеи и «Эпивак Корона» от «Вектора». Также ожидается, что вскоре в программу вакцинации населения включат препарат центра Чумакова, который уже на подходе. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова. По словам главы государства Владимира Путина, промышленность не только выполнила все обещанные нормативы и объемы, но и превысила планы по выпуску вакцины. Медицинские организации Якутии готовы к массовой вакцинации от коронавируса. Уже развернуто 39 пунктов, организовано 128 вакцинальных бригад. Об этом сообщили на очередном заседании оперативного штаба республики. Вакцинация, кроме Якутска, сегодня проходит в 13 районах. В Якутии остается еще свыше 2000 доз. В ближайшее время ожидается поставка новой партии – 22 тысячи доз. Работа с вакциной. Между тем, рост числа заболевших COVID-19 отмечают в ряде районов Якутии. Наиболее сложной ситуация остается в Мирнинском, Алданском, Нерюнгринском, Ленском и Алекминском районах. Связано это с проведением коллективных и семейных мероприятий в новогодние праздники. Сейчас в регионе 51 человек находится в реанимации, из них 8 на аппаратах ИВЛ, 43 на кислородной поддержке. Медицинские работники продолжают принимать все усилия для того, чтобы снизить их количество. Глава республики Айсен Николаев поручил районным оперштабам взять ситуацию под контроль и нивелировать увеличение числа заболевших. Вакцинация от новой коронавирусной инфекции, которая снизит напряженность эпидситуации, в Алданском районе начнется в ближайшее время. Партия препарата поступит в район на этой неделе. Подготовительная работа уже проведена. Подробности у наших алданских коллег. Первая рабочая неделя года отмечена сравнительной стабильностью эпидемиологической ситуации. Тем не менее, в Якутии Алданский район в пятерке по выявлению числа больных. В настоящее время под наблюдением находятся порядка 600 человек. Это как заболевшие, так и контактные лица. В стационаре лечение получают около 40 пациентов. Обстановка у нас улучшается значительно. Более чем в 3 раза снизилась заболеваемость новой коронавирусной инфекцией. И, что радует, качественное заболевание тоже улучшается. То есть, если раньше госпитализация производилась средне-тяжелых форм, то на сегодняшний день это легкие или средние формы. По школам, по садикам у нас менее 1% заболевших. То есть, нет оснований для введения карантинов. Вводятся также локальные ограничительные мероприятия противоэпидемического характера. Снижение напряженности эпидемиологической ситуации ожидается с началом вакцинации. В Алданский район партия сыворотки от новой коронавирусной инфекции поступит в ближайшие дни. Вакцина будет распределена по медицинским участкам. На этой неделе ожидается поставка. Получим мы 3100 доз вакцины против новой коронавирусной инфекции. В первую очередь будут привиты медицинские работники, работники образования и работники социальных учреждений. Далее транши будут только увеличиваться для того, чтобы все желающие могли привиться против новой коронавирусной инфекции. По сложности процедура вакцинирования от коронавируса отличается от профилактики против гриппа. Прививки будут ставиться по предварительной записи. Кроме того, допускать к вакцинации будет врач после осмотра и сбора анамнеза. А сама инъекция вводится в 2 этапа.
будут созданы специальные участки, то есть выбрано помещение, которые смогут обеспечить нам поточность, соблюдение холодовой цепи, оформление необходимых документов, в том числе сертификата человека, привившегося против новой коронавирусной инфекции. То есть здесь идет плотная работа с органами местного самоуправления. К началу вакцинации алданские медики готовы. Медицинские участки оборудованы холодильными установками для хранения вакцины. Сотрудники прошли инструктажи. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Алдан. Столичное управление образования продлило дистанционное обучение до 25 января. Онлайн-обучением будут охвачены школьники с 1 по 11 классы. Напомним, ранее на дистанционку перешли ученики с 1 по 8 классы, а с 18 января к ним присоединились уже и старшеклассники. Сегодня мы получили данные от Гидромедцентра Республики Саха-Якутия, и в течение этой недели до 25 числа продерживается температура ниже 50 градусов Цельсия, поэтому протокольным решением, исполняющей обязанности главы города Якутска, управлением образования издан приказ о переводе на дистанционное обучение с 1 по 11 классы с завтрашнего дня, 19 по 25 включительно, в дистанционном режиме. С этого года меняется порядок выплаты на детей от 3 до 7 лет. Изменяется индикатор для назначения пособия, что в некоторых регионах приведет к росту числа лиц, имеющих право на получение этой выплаты. Также увеличивается размер пособия и устанавливаются правила его перерасчета. Подробности у Ирины Кичигиной. Данные выплаты получат семьи, имеющие детей от 3 до 7 лет включительно, в которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в регионе. Для его получения необходимо обратиться с заявлением в органы соцзащиты, либо заполнить заявление на сайте госуслуг. Размер пособия составляет 50% регионального прожиточного минимума на ребенка. В 2020 году размер данной выплаты составлял 8651 рубль. Начиная с 2021 года эта величина 9111 рублей. Данное пособие назначается сроком на 1 год, по истечении которого семье необходимо подтвердить право для дальнейшего получения данной выплаты. Начиная с 1 января 2021 года внесены изменения в условия предоставления выплаты. Теперь она назначается со дня обращения, либо со дня исполнения ребенку 3 лет в случае, если обращение последовало не позднее 6 месяцев с этого дня. Ребенок, на которого назначается выплата, обязательно должен быть прописан с тем родителем, который подает заявление. И что касается состава семьи. Дело в том, что ранее в состав семьи включались только супруги при заключении официального брака. А начиная с этого года в состав семьи включается родитель ребенка, если он проживает совместно с этой семьей. То есть это коснется как раз так называемых гражданских браков. Начиная с 1 января 2021 года ежемесячная выплата будет устанавливаться дифференцированно в размере 50 или 100% от величины регионального прожиточного минимума на детей. Размер будет зависеть от уровня среднедушевого дохода семьи с учетом получаемых пособий. Иными словами, те семьи, общий доход которых и после получения этих выплат не достигает прожиточного минимума, будут получать повышенный размер пособия. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Нерюнгри. Потепление на 13-18 градусов в ближайшие сутки ожидается в Ленском, Алёкминском и Алданском районах. Об этом сообщили в Якутском гидромедцентре. 20-21 января в этих районах вновь похолодает. В столице региона в ближайшие сутки осадков не ожидается. Температура ночью вновь опустится до минус 50 градусов. В ближайшие сутки 19-20 января в городе Якутске преимущественно без осадков, туман, ветер слабый, температура ночью понизится до около минус 50 градусов, днем 45-48 градусов. И лишь на юго-западе республики ближайшие сутки с выходом циклона с Красноярского края на запад республики в Ленском, Алёкминском и Алданском районах ожидается небольшой снег. Температура воздуха минус 32-37, местами потеплеет до минус 20-30 градусов.
В этом году праздник Крещения в Якутии пройдет без купелей. Якутская епархия рекомендовала отказаться верующим от организации купелей на водоемах. Вместе с тем освящение воды будет повсеместно совершаться в храмах в течение 2 дней – 18 и 19 января. Чтобы избежать скопления народа, якутянам предлагается приносить в храмы свою воду, которую осветит священник. Воду можно будет набрать и в храмах. Для этих целей подготовлены тары, количество которых также сократили. Создать условия для безопасного прохождения купели в наших условиях, достаточно суровых, не представляется возможным. Отдельные раздевалки, возможность прохождения и соблюдения дистанций – это практически будет нарушением требований Роспотребнадзора, и в связи с этим принято такое решение. Тем более, что традиция купания – это традиция достаточно поздняя, она не является уставной и является просто такой народной традицией, которая воспринимает этот праздник, богоявление и в подражании тому, что в эти дни приходило очень много людей креститься на реку Иордан. Вместе с ними пришел и Спаситель Иисус Христос, который в этот день был открыт миру через Иоанна Предтечи как Спаситель, как Христос, как Бога-человек. И вместе с тем также явилась и Святая Троица в виде голубя и в гласе отчим, который свидетельствовал о своем Сыне. Прямо сейчас короткая реклама. Далее смотрите в итоговых новостях. На Дальнем Востоке расширят программу льготных авиаперевозок. В прошлом году детская школа искусств Ленска переехала в новое здание. Как проходит обучение сейчас? В стране могут создать Академию масс-рестлинга. Этот научно-образовательный проект будет реализован в Якутске. Это итоговые новости. Мы продолжаем. Программа льготных авиаперевозок на Дальний Восток и в обратном направлении может быть расширена, в том числе за счет исключения из нее действующих сейчас ограничений по возрасту. Такой пункт содержится в перечне поручений президента России Владимира Путина. Также правительство страны и комиссия Госсовета по транспорту должны представить предложение по расширению программ региональных и местных авиаперевозок. В госбюджете на 2021 год на программу субсидирования перелетов с Дальнего Востока в Симферополь и Калининград было заложено почти 4 миллиарда рублей. Кабмин также выделил дополнительные 5 миллиардов субсидий на авиаперевозки на Дальний Восток. На зимней автодороге Умнас начал действовать участок автозимника Титары-Солянка с ограничением до 5 тонн. Также в районе работает круглогодичная автодорога в направлении Алекминск-Солянка. Также увеличена грузоподъемность на ледовом автозимнике Якутск-Нижний Бестях до 20 тонн. Помимо этого, с сегодняшнего дня разрешен проезд автотранспорта общей массой до 30 тонн через реку Лену в направлении Кангалассы-Сотинцы. Между тем, автоперевозки между населенными пунктами Ленского района возобновят с завтрашнего дня. Напомню, оперштаб ограничил движение автобусов 5 ноября прошлого года из-за угрозы распространения коронавируса. В предновогодние дни по решению главы района Жумарта Абельманова автобусы курсировали между городами и поселениями, однако с 1 января они снова приостановили свою работу. С этой недели стартует конкурсный отбор районов для федеральной программы обеспечения жильем молодых семей. Принять участие в программе могут семьи в возрасте до 35 лет. Им предоставляется субсидия на приобретение квартиры или строительство жилья. Также семьи могут потратить финансовую поддержку на погашение кредита. Сумма выплаты зависит от состава семьи, а также от стоимости 1 квадратного метра недвижимости. Сейчас в Якутске 1 квадратный метр стоит в среднем 73 тысячи рублей. В этом году на эти цели из городской казны выделено более 33,5 миллионов рублей. Также финансирование выделят из федерального и республиканского бюджетов. Сбор документов производился через портал Е-Якутия. Молодые семьи, которые хотят участвовать в программе, должны написать заявление в портале, а также прикрепить все необходимые документы. Наши специалисты рассматривают это все в электронном виде, и если семья соответствует параметрам участия в программе, им назначается время приема, они приходят к нам на консультацию с предоставлением оригиналов документов. И на настоящий момент у нас в списке состоят около 400 молодых семей, получателей
Ну, не получать для участников программы. И на основании вот этого списка ежегодно, в зависимости от выделенных средств, утверждаются списки получателей. В прошлом году детская школа искусств города Ленска переехала в новое здание, временно ожидая строительства новой. Пока же в учреждении обучаются около 250 детей на 4 отделениях – музыкальном, хореографическом, художественном и общего эстетического развития. Подробности в следующем сюжете. Старое ветхое деревянное здание школы искусств проработало 40 лет. Сегодня оно снесено. На его прежнем месте в этом году начнется строительство новой ДШИ. Пока же школа искусств переехала во временное помещение в бывшее здание Дома быта Нюргуяна. Здесь специально для этого был проведен капитальный ремонт, на который из бюджета Ленского района выделили более 19 миллионов рублей. Стало более, скажем, конечно, просторнее, да, то есть если мы в старой школе находились в несколько таких стесненных условиях, да, то здесь, в принципе, сами видите, что и площади больше, да, то есть и коридоры шире, и, скажем, с точки зрения какой-то пожарной безопасности, да, как-то более-менее как-то, да, плюс ко всему все-таки каменное здание. Есть каменное здание более такое капитальное, да, массивное, поэтому в этом отношении, конечно, я считаю, что нам повезло. Площадь временной школы искусств 650 квадратных метров. Здесь расположились 19 классов, кабинет директора, учительская, малый зал, а также гардеробная, кладовая, библиотека и пост охраны. Ну а самое главное, что мы находимся в одной плоскости, как я говорю. Если в старом здании мы ходили по ступенькам, передвигались ниже, выше, то здесь мы в одной плоскости. Все преподаватели имеют свои кабинеты. Единственное, конечно, что малый актовый зал. Вот. Но обходимся пока. Так как массовых мероприятий мы не можем проводить согласно вот того, что происходит сейчас у нас. Вот поэтому мы пока обходимся этим залом. На первом этаже занимаются ученики музыкального и фольклорного отделения. Художественное временно расположились на третьем. Здесь все продумано до мелочей. Установлена система видеонаблюдения, новые классы оборудованы всем необходимым. Большие коридоры, которые украшают стенды с работами учеников художественного отделения. Надо сказать, что для каждого из них тут отведено свое крыло. В правом крыле слышны звуки фортепиано, в левом – народных инструментов. Ребята довольны новой школой. Стало просторно, чисто, красиво, все хорошо. Школа раньше была старая была, а сейчас новая, красивая, большая школа. Заниматься здесь приятнее, чем в той прошлой школе было. Музыкальные инструменты – это десятки баянов, аккордеонов, скрипок, более 20 фортепиано, 3 рояля, а также мебель, библиотеку, хозинвентарь перевезли со старого здания. Обновить инструменты запланировано с открытием новой школы, которая, предположительно, состоится через пару лет. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Денис Семенов, Ленск. В Айхальском ГОКе назвали имена лучших общественных уполномоченных. Это люди, которые проверяют на рабочих местах соблюдение техники безопасности и охраны труда в подразделениях. Подробности у наших коллег. Центр сервисного обслуживания «Энергетика» Айхальского ГОКа. На одном из участков сотрудники ремонтируют электродвигатели. Для общественного уполномоченного по охране труда Ульяны Сорокиной это время проверить, как люди соблюдают технику безопасности и комфортно ли им работать. Обращает внимание на каждую мелочь, записывает пожелания от коллег и недочеты в специальный журнал. Иногда такие моменты, когда глаз замызливается, ты не видишь. Общественного уполномоченного по охране труда, он эти замечания, ну, такие моменты нам выявляет, подсказывает. Стараемся мы эти замечания устранять сразу же. Относимся к этим замечаниям мы всегда серьезно. Общественную работу Ульяна Сорокина совмещает с основной. 6 лет ремонтирует низковольтные двигатели. Уполномоченным по охране труда работает почти столько же. Вместе с руководством предприятия обращают внимание на своевременную выдачу спецодежды. Основные требования к работникам или новая информация всегда на видном месте. Таких сильно серьезных замечаний, конечно, как бы у нас не было, так, да, сильных нарушений, потому что как-то при каждом осмотре, если что-то выявляется, мы стараемся это устранить, чтобы не было никаких несчастных случаев и нарушений точного производства. Руслан Калиев общественным уполномоченным по охране труда работает только год, однако уже в числе лучших. Загруженность на основной работе не мешает молодому специалисту вести и общественную работу. Следит, как соблюдается охрана труда на всех участках предприятия. Ориентируется в трудовом законодательстве. С проблемами к Руслану обращаются сами работники. Если честно, тут такая работа, что нужно больше слушать людей. Они все вопросы, все задачи, это вот как раз таки от простых рабочих. Просто их нужно немного послушать и все. В
прошлом году ремонтный цех и промэнергоцех Айхальского комбината вошли в состав новой структуры, создали центры сервисного обслуживания. В тот период от работников поступали вопросы. Возник вопрос такой с отсутствием и нехваткой моющих средств, средств бытовой химии. Вопрос сразу был замечен Русланом, поднят. То есть он не только решает вопрос с персоналом, беседует с персоналом, с работниками, с коллегами и не стесняется, поднимает вопросы и готов к диалогу с руководством цеха, впоследствии чего этот вопрос был решен благодаря, наверное, вниманию, привлеченному к этому. То есть работники довольны этим. Лучшую работу Руслан Калиев, Ульяна Сорокина и еще 9 уполномоченных по охране труда показали в третьем квартале 2020 года. Работников поощрил профсоюз «Профалмаз». Из бюджета выделили почти 100 тысяч рублей. Все уполномоченные по охране труда – члены профсоюза. Всего в Айхальском ГОКе работает 75 таких общественников. Оксана Мезенцева, Дмитрий Храмкин, телеканал «Алмазный край». Одним из ключевых моментов по развитию перетягивания палки станет создание Академии масс-рестлинга. Об этом сообщил президент Международной федерации Александр Акимов. Известно, что этот научно-образовательный проект будет реализован в Якутске. Старт уже в ближайшее время. Об Академии масс-рестлинга, а также о соревнованиях российского и международного уровней смотрите в материале Айсены Бурнашовой. Большие надежды Всероссийская федерация масс-рестлинга возлагает на 2021 год. Всего по стране планируется проведение более 30 спортивных мероприятий. Это чемпионаты и первенства федеральных округов и России, крупные всероссийские турниры, учебно-тренировочные сборы. Старт спортивному году положит Ставрополь. Там планируется участие сразу 120 масс-рестлеров. Согласно календарному плану, первые соревнования в этом году у нас будут это Кубок Кавказа. Это февраль месяц, где-то середина. Развивающийся вид спорта, очень интересно, захватывающий. Все соревнования будут согласно календарному плану. Следующий крупный турнир состоится в марте в Москве. Он будет посвящен памяти олимпийского чемпиона Романа Дмитриева. В апреле уже в Твери пройдет турнир на призы героя Федора Охлопкова. Вместе с количеством соревнований растет и география участников, причем не только в российском, но и в международном масштабе. У нас 50 стран, мы должны довести за эти годы хотя бы 70 стран. Желающих много войти в состав нашей международной федерации. Но мы не за количеством гонимся, а за качеством. И в этом году мы должны создать Академию масс-рестлинга. Известно, что Академия будет работать в научно-образовательном направлении. Проект планирует объединить Республиканский центр национальных видов спорта «Мадун», Институты физической культуры и спорта СВФУ и Чурапчи, научные исследования, курсы повышения квалификации, обучающие семинары, подготовка кадров. Это основные функции будущей Академии масс-рестлинга. И мы хотим все это объединить, о том, чтобы и создать единую такую академию. И с участием зарубежных стран это все институты войдут. И я назначил своего первого вице-президента Ким Кимена о том, чтобы он возглавил это дело. В этом ключе мы рабочую группу создадим, и они в первом квартале должны внести уже положение и так далее. Проект должен повысить уровень знаний о масс-рестлинге как в России, так и в мире. Всего же в 2021 году планируется проведение 27 спортивных мероприятий международного уровня. Так, в августе в Канаде пройдет чемпионат мира по масс-рестлингу в абсолютной весовой категории. В сентябре Казань встретят первенство стран СНГ среди юниоров и юниорок. Открытые чемпионаты пройдут в Финляндии, Америке, Австралии и даже Бенине. А вот первыми международную карту соревнований откроют в Лос-Анджелесе. Там с 4 по 8 марта пройдет международный турнир по масс-рестлингу. Айсена Бурнашова, Джур Березкин, Виктор Олесов, Москва. На этом все. Я с вами прощаюсь. Берегите себя, носите маски и перчатки, соблюдайте социальную дистанцию. До встречи.